Телемост в честь открытия выставки «Мы шли на смерть, чтобы жить» начался с поздравлений с большим и светлым праздником – Днем Победы и независимости Абхазии. Представители Тамбовского областного краеведческого музея пожелали коллегам и всем жителям республики процветания и мирного неба. Директор Музея боевой славы имени Ардземба Мзия Бея, приветствуя тамбовских коллег, поблагодарила их за теплые слова и поздравления. И мы очень вам благодарны за то, что вы сегодня вместе с нами, что у вас в Тамбове проходит наша выставка о нашей войне, о наших трудностях, самой тяжелой странице нашей современной истории и о нашей победе. В этот замечательный день мы благодарны вам за поздравления. И ваша поддержка, ваше присутствие рядом с нами вдохновляет нас. Человек силен друзьями, и мы это ценим. Огромное вам спасибо еще раз за то, что вы с нами. Спасибо. Выставка «Мы шли на смерть, чтобы жить» открылась в музейно-выставочном центре Тамбовской области 29 сентября в преддверии Дня Победы и независимости. Она включает в себя фотоснимки, охватывающие не только период Отечественной войны народа Абхазии, но и 2008 год – признание независимости республики. Открытие выставки тоже событие. Событие знаковое, объединившее в себе огромный людской потенциал. За вот этих 2 дня мы приняли очень много людей, в том числе представители правительства, депутатского корпуса, национальной диаспоры, студенты и, конечно, вершины самыми почитаемыми и самыми дорогими гостями на выставке были девчата абхазцы, которые учатся в нашем Тамбовском университете. Директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Челикин, прибывший в Абхазию на празднование Дня Победы, рассказал о том, как возникла идея проведения выставки, посвященной Отечественной войне народа Абхазии в Тамбове. Когда мне рассказывали о войне, вот здесь еще один сотрудник краеведческого музея, начальник отдела находится, вот мы 2 мужчины, мы плакали, когда нам сотрудники рассказывали о войне. И я сам себе дал слово о том, что вот в Тамбове должны узнать об этих событиях, должны узнать о победе абхазского народа. И, к сожалению, вмешалась пандемия, но спустя 3 года мы все-таки это сделали. В завершении телемоста стороны выразили уверенность в необходимости дальнейшего сотрудничества и укрепления взаимоотношений между музеями. Рада Чачава, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.